8 километров новой дороги. После капитального ремонта в Осетии открыт участок автотрассы Ардон-Дигара. Завершить реконструкцию этого участка удалось раньше времени. Дорожники трудились круглосуточно. Для капитального ремонта 8 километров трассы использовались самые современные технологии. Асфальт укладывали в 3 слоя. Это позволит увеличить срок эксплуатации дороги в несколько раз. Теперь дорожники намерены приступить к ремонту трассы Чикала-Мацута-Комарт. Сдать ее намерены до конца этого года. Мы на новом мосту, и вот в прошлом году сдали по плану. В ноябре только нынешнего года должен был быть введен в эксплуатацию этот участок дороги Ардон-Дигара, более 10 километров. И вот сегодня слова благодарности в адресе дорожников сказать, что на самом деле очень качественно и в 2 раза быстрее установленных сроков выполнить эту работу, чтобы было удобно для автолюбителей. Вообще в республике сейчас стараемся много внимания уделять дорогам. Старые лампы уличного освещения Владикавказа заменяют на новые. Количество новых светодиодных светильников в городе увеличилось на 30%. Освещенность магистралей и жилых кварталов проверил Сергей Дзантиев. Работа новых фонарей регулируется автоматизированной программой Helios. Она учитывает расход электроэнергии на улицах. В ранее мало освещенных районах заметно снизились правонарушения. Новые лампы являются более экономичными и соответствуют современному дизайну. Помимо центральных улиц города осветили Южный и Корца. Новые лампы также будут установлены по дороге в поселок Заводской. Кроме вот этих ламп, которые сейчас плановый ремонт, практически все освещается. Можно говорить уже практически о почти 100% освещенности в городе. У нас по программе 16-17 год мы снимаем все вопросы, связанные с освещенностью улиц. В позапрошлом году, я помню, мы сделали около 12 улиц, а оплату производили в том же объеме, как было в 2012 году. То есть энергосбережение было налицо. МВД России разработала акцию «Студенческий десант». Учащиеся вузов получили возможность пройти стажировку в подразделениях ОВД, а также лично познакомиться с работой полицейских. В отделении ОМОНа более 30 студентов услышали истории о сотрудниках и изучили оружие. Акция продлится до 24 января. В программу входит посещение музея МВД, Центра кинологической службы, а также экспертно-криминалистического центра. Показать, что сотрудник органов внутренних дел – это гражданин в первую очередь тоже. Может быть, привлечь кого-то на службу, может какой-то позитивный такой сыграет в выборе профессии, потому что вот ребята интересовались, психологи в частности. То есть есть место для психологов, для психологической работы, юристы, то есть востребованные специальности. Победитель и призер абсолютных чемпионатов США и мира по грэпплингу среди профессионалов Рустам Чсиев снова побывал в Северной Осетии. Чемпион уже 7 лет живет и тренируется в Штатах, но родную республику не забывает. В этот раз он провел мастер-класс для молодых спортсменов пригородного района. Чсиев показал спортсменам элементы, адаптированные для ММА и особенности функциональной подготовки атлетов в США. Он также ответил на вопросы, которые юные грэпплеры могли задать после тренировки. В дальнейшем чемпион подумывает вернуться на родину и заняться обучением осетинской молодежи. Цель для меня достичь высот и, конечно же, дать своим младшим, которые сейчас увлекаются, и примером быть тоже.